2017 год запомнился жителям Ингушетии как один из самых ярких и насыщенных на спортивные события. За минувший период в регионе провели более 70 различных спортивных мероприятий. В их числе как республиканские турниры, так и международные первенства, на которых ингушские спортсмены показали высокие результаты. Был проведен чемпионат России по вольной борьбе, 2 чемпионата и 1 первенство России по альпинизму. Это все в 2017 году. Международный турнир по смешанным боевым единоборствам «Битва в горах», «Битва в Ингушетии», «Битва нартов». Вечер профессионального бокса «Герой ринга», финал Кубка России ралли «Магаз-2017», международный турнир «Башня согласия», международные соревнования на точность приземления по парашютному спорту, всероссийский турнир по дзюдо памяти известного ингушского дзюдоиста Магомеда Парчиева и чемпионат СКБО по боксу памяти первого героя России Сулумбека Асканова. Даут Алхазуров также отметил, что несмотря на все сложности, ингушские спортсмены доказали свою конкурентоспособность. Причем не только в олимпийских видах спорта, но и в видах, не входящих в олимпийскую программу. На сегодняшний день в республике проводится активная работа по подготовке спортивных резервов. В рамках проводимой Минспортом России политики с целью сохранения и развития спортивного резерва, создания условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов по олимпийским видам спорта, способных показывать высокие результаты на соревнованиях различного уровня, субъекта Российской Федерации осуществляется комплекс необходимых мероприятий по переводу детских и юношеских спортивных школ в учреждений дополнительного образования, учреждений спортивной подготовки, реализующие программу спортивной подготовки в соответствии с федеральным стандартом. Также в рамках федеральной целевой программы в республике за прошлый год построено большое количество физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных школ. Был запущен крупнейший в регионе спортивный комплекс «Дворец спорта Магаз» имени Берда Евлоева. В городе Назрани был открыт первый в республике центр профессиональной подготовки дзюдоистов имени Яги Мережкова. В том же году начал функционировать ледовый дворец хоккейной академии Фетисова в городе Магаз. В настоящее время продолжается строительство объектов физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 36/18 с универсальной игровой площадкой «Лето-зима» 30/60 сельского поселения Сагапши Малгобекского района республики. И ФОК с плавательным бассейном на Циркорском административном округе города Назрань в рамках государственной программы развития физического культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 год и государственной программы Республики Ингушетия развития физической культуры и спорта. Министр спорта подчеркнул, что массовое строительство спортивных объектов напрямую повлияло на результаты наших спортсменов. И благодаря стремительному развитию спорта в Ингушетии на сегодняшний день мы можем похвастаться множеством чемпионов России, Европы и даже мира. Их победы вдохновляют подрастающее поколение, и толпы молодых ребят стремятся в спортивные залы, в которых нет отбоя от желающих тренироваться. Поэтому в будущем Министерство спорта в республике продолжит свою работу в направлении организации и проведения турниров на самом высоком уровне. В плане у нас очень много спортивных мероприятий. Мы уже с Нового года провели первенство СКФО по дзюдо, провели первенство России по греко-римской борьбе. Буквально на следующем месяце у нас будет проходить первенство СКФО по вольной борьбе. Еще несколько турниров, в календарном плане у нас их много. Надеемся, что справимся с этой работой. Приятной новостью мероприятия стало вручение благодарственных грамот за добросовестный и плодотворный труд выдающихся личностей спортивной жизни региона. Основатель дзюдо и самбо Республики Ингушетия. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.